России больше 30 высших военных вузов готовят настоящих защитников Отечества. Каждый год из стен этих учреждений выпускаются почти 2000 офицеров. Служить не только престижно, это хорошая зарплата и карьерный рост. Об этом и рассказывают учащимся 11 классов. Старшеклассникам скоро сдавать единый государственный экзамен и выбирать будущую профессию. Каждая из них по-своему интересна и востребована. К примеру, престижно и выгодно стать военнослужащим российской армии. Это полный социальный пакет и трудоустройство сразу после окончания вуза. При поступлении в военное учреждение идет тщательный отбор абитуриентов. Важно быть физически подготовленным и выносливым. Самое главное, конечно, желание защищать рубежи Родины. Военно-образовательных учреждений на территории Российской Федерации много и разнопрофильных. Вы можете пойти в общевойсковые, танковые, зенитно-ракетные. Кто-то, может быть, вот и девочки могут поступить в медицинские, военно-медицинские. Условия поступления в военно-учебные заведения, кто захочет поступить, он всегда может обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту жительства. Вам там расскажут все в подробностях. Вступительные экзамены в военные вузы представляют из себя профотбор и собеседование. Детям участников специальной военной операции предоставлены определенные льготы. Они при желании могут быть зачислены в военные вузы без вступительных экзаменов. Пример, как достигнуть цель, показывает исполняющий обязанности командира 503-го полка Сафар Гусейнов. Он рассказывает учащимся, как мечтал связать свою жизнь с военным делом. Это возможность выбиться. Я обычный горский парень, я вообще с 16 лет приехал в город и поступил, и сам учился. Мне никто не предлагал ничего, я пробивался, как бы, а вам предлагают. Поэтому у кого есть желание, есть возможность, идти туда, идите. Ну и карьерный рост, как бы, да, это обязательно. Все военные, мы карьеристы. От командира взвода растем до больших погонов. Вот я сейчас командир батальона. Это 550 человек. Представляете? 550 человек. Из них 60 это офицеры подчинения. С будущей профессией еще в 5 классе определился Рустам Исмурзиев. Юноша намерен стать военным, поэтому наставников слушал внимательно. Да и со сдачей вступительных испытаний все получится, уверен Рустам. Слышал, что для поступления в военные учреждения необходима физическая подготовка, хорошая физическая подготовка. Я для себя вывел то, что это подходит для меня, так как я давно занимаюсь спортом, я являюсь боксером 2-го разряда, и в дальнейшем я планирую поступить в Академию МВД Краснодарского края, так как там физподготовку проходят, и в общем мне нравятся военные учреждения, и мне интересно там учиться будет. Сегодня для себя нового я услышал то, что военные зарабатывают достаточно неплохо. Тот же человек, который сегодня нам проводил лекцию, он говорил, что в месяц зарабатывает 96 тысяч. Получается, в год это более миллиона. Вот. Ну и в плане мне понравилось, что какие истории у них происходят военные. Разные, интересные. Вот. А ты планируешь связать свою жизнь с военным делом? Я планировал, но там есть несколько условий. Это, конечно же, состояние здоровья, это нужна хорошая физическая подготовка, нужен моральный дух, патриотизм прежде всего. Вот. Ну, я не знаю, я посмотрю еще. В тройку лучших военных вузов России входит Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военно-воздушная академия имени первого космонавта Гагарина и Военная морская академия северной столицы. В Ингушетии за последние годы окончили военные вузы более 400 человек. Все наши земляки зарекомендовали себя только с лучшей стороны и уже строят блестящую карьеру. Республика гордится своими героями, которые сегодня выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Задание, которое определено республике, оно всегда перевыполнялось. Желающих поступить в военно-учебные заведения из нашей республики всегда было большим. Многие ребята хотели связать свою судьбу с военной службой, то есть, закончив обучение в ВУЗе, продолжить военную службу в качестве офицера. На сегодняшний день во все учебные заведения, находящиеся на территории Российской Федерации, у нас ребята могут поступать, задания у нас есть, выездные комиссии. То есть ребята из нашей республики, они могут, не выезжая непосредственно в ВУЗ,
сдать экзамены во Владикавказе. Выездная комиссия работает во Владикавказе. Туда приходят, сдают физподготовку, сдают профотбор, проходят, и уже по результатам в последующем им говорят, кто зачислен, кто не зачислен в военное учебное заведение. Все желающие поступить в военные вузы должны обратиться в военкоматы по месту жительства. Всю необходимую информацию разъяснят в комиссариатах. Лина Цичоева, Рамзан Зурабов. Новости 24.